Там целый погоня устраивают. Вы видели, наверное, эти ролики? Я көрдім. Бұл соңғы күзгі шақырылымда екі жағдай болды. Бұл заң аясында жергілікті басқару органдарына жасап жатқан іс-шарасы. Әрбір Қазақстан Республикасының азаматы Қазақстан Республикасының заңына байланысты міндетті түрде Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің қатарынан өтуі керек. 18-ден 28 жас аралығында. Но а какой из него выйдет солдат, если вот он не хочет, упирается всеми всевозможными мерами, способами, чтобы не пойти в армию? Какой из него выйдет солдат? Долг родине же нужно, наверное, добровольно, чтобы отдавали молодые ребята. Заңда белгіленген және Қазақстан Республикасының әскери қызметшілерімен және әскери қызметшілердің статусы кімнің міндетті түрде мерзімдік әскери қызметтен босатылатыны бекітілген. Денсаулығына байланысты, ұлтына байланысты. Егер де ешқандай сол шектеулерге қатысы жоқ болса, значит, ол адам Қазақстан Республикасының. Но если у него есть убеждение, вот он не хочет в армию, вы его заставляете, из него разве хороший солдат выйдет? Потом мы слышим новости, как у нас очередные солдаты, срочники вешаются, умирают в армии. Это разве не, вот, не они, те, которые не хотят служить в армии? Зачем вы заставляете? Біз ешкімді мұқтаждамаймыз. Негізі жалпы ол қашқан балалардан басқа да Қазақстан Республикасының қарулы күштеріне бір мифпен келіп жатқан басқа да жастар бар, жас балалар. Но бірақ біздің қарулы күштерінің келеді ғой, қатарына келген кезде ол мысалы қызмет еткім келмейді, келеді деген екі оймен келеді. Но бірінші айда рота молодых солдат дейді, жас буындар ротасына келіп түседі. Ол жер 4 апта адаптация өтеді. Бірінші апта тек қана танысу әскери бөліммен, екінші апта мемлекеттік рәміздеріміз және де басқа да мемлекеттік хаттық сабақтарын өтеді. Сол бірінші апта өткеннен кейін екінші аптада барлығының жаңағы алдында тұрған әскер жаман деген мифтар сейіліп ең мықты деген салттар болып шығады. Менің өзімнің практикамда бар, командир батальон кезінде ол бүгін ғана шыққан. Жайт емес, қашу не қашу керек. Командир батальон болған кезде менде бір слайд келіп түскеннен кейін әскер ертесі күні қызмет етіп келмейді деді. Но кейін кетіп бара жатқан кезде ең мықты ататын, ең мықты жүгіретін, ең тәртіпті солдат сол болды. А вы не считаете, что вот подобные ролики, да, и когда вот насильно заставляют молодых ребят в армию идти отдавать свой долг, что это бьет по репутации и по имиджу Минобороны? Что вот настолько молодежь не хочет, что они вот прям убегают и всеми способами пытаются не идти? Дұрыс, келісем. Репутациясына келісем, соғат. Но бірақ ол қашып баратқан жас бала оны ойлап тұрған жоқ. А не ойлап тұрады? Ұйқысын қимай ма, тамағын қимай ма, несін қимай ма? Таңғы 6 жарымда зарядкаға шыққысы келмейтін шығар. Обсуждаю тему вопроса перевода времени. Вот скажите, пожалуйста, студенты, преподаватели, они как-то к вам обращались? Были ли жалобы, возможно, с их стороны? Или университеты, может быть, переносят как-то свой график для того, чтобы вот в темное время суток не возвращались студенты и преподаватели? Корректировок больших у нас графиков не было, жалоб также не поступало в министерство со стороны университетов, как частных, так и государственных. Отдельно могу сказать, что Министерством здравоохранения сейчас внесена нам заявка на проведение отдельного научного исследования. Мы подключим лучшие наши институты, институт географии, также будет часть институтов Министерства здравоохранения по физиологии, по медицинской части. ВНТК, Высшая научно-техническая комиссия, у нас в скором времени проведет свое заседание. Мы эту тему вынесем на нее.
Если получим одобрение, уже сразу объявим конкурс и запустим это исследование. А Поэтому, сколько денег вот на это потребуется? Потому что перевели время как бы очень быстро, да, без всяких там долгих исследований, без пилотного проекта. А вот сейчас, получается, будут казахстанцы, как, извиняюсь, подобные кролики, над которыми будут наблюдать, и еще же и бюджетные деньги будут на это тратить. Ну, запрос поступил соответствующий, чтобы мы подключили лучшие университеты. По сумме мне нужно будет дополнительно уточнить. Небольшая на самом деле сумма. Она будет проводиться консорциумом фактически, то есть не только одним институтом. Мы подключим свои лучшие институты, которые... Институт географии у нас есть хороший, который занимается вообще все, что связано с географическими вопросами. Но нужна будет помощь институтов профильных Министерства здравоохранения. А Поэтому какие уже, критерии вы будут оценивать? ну, мы тех задания сейчас с Минздравом согласуем. Запущено будет исследование уже в конце этого года. А примерная сумма это в десятках миллионов, может в сотнях, может в миллиардах? Я уточню, честно скажу, потому что сейчас нам надо просто определить лимит в целом на это исследование, а потом конкурсная процедура будет идти еще. Ну, у нас своя процедура, научные советы, заявки и так далее. И так далее. Еще такой вопрос. Вот скажите, пожалуйста, недавно выступал министр финансов, да, и он говорил про премии госслужащим. Вот после этого выступления, как вот в вашем министерстве отреагировали ваши подчиненные? Насколько мы знаем, да, у преподавателей, как бы, в принципе, у вашего блока не самые высокие заработные платы. Вот как отреагировали? Ну, смотрите, здесь надо очень четкое разъяснение дать. На самом деле речь не идет об отмене вообще всех премий. Речь идет об той экономии, которая, как правило, образовывалась в министерствах, и по устоявшейся практике часть этой экономии направляли на премирование. Те премии, которые заложены в бюджете официально к праздникам, к профессиональным праздникам, к Дню независимости, к концу года, они сохраняются. То есть речь идет о закрытии вот этой лазейки по перенаправлению части экономии. Поэтому у нас, я лично за свое министерство отвечу, большого возмущения не было. То, что вы говорите, преподаватели, это не только государственных служащих касается на самом деле. В университетах у нас, научно-исследовательских институтах, там есть своя система, там их не касается. Это только касается вот 200 с лишним сотрудников нашего центрального аппарата. Больших возмущений не было. Мы, в принципе, начали внедрять систему премирования по результатам. Так вот, раньше был такой большой эксперимент, ФБШ, факторно-бальная шкала. Мы что-то похожее с прошлого года у себя начали внедрять. Поэтому вот касательно нашего конкретного министерства больших возмущений не было. Мы перейдем на эту новую систему. А плановых премий у вас сколько вот закладывается? Закладывается плановых премий в бюджете 4. У нас есть профессиональный праздник, у нас есть День Республики, есть традиционная к концу года премия и 2, вернее, к концу года. 13-е, да, еще? Да, так называемые. Поэтому вот 4 официально заложено у нас в бюджете.